В первую очередь хотел бы поздравить всех с этим праздником, Днем Мужества. Стратегия такая у нас, вот мы 10 июня 2014 году в гостинице «Москва» объявили о том, что есть организация Крым-Бірлігі, единство Крыма. И у нас вокруг все национальности, очень много, которые получили удостоверение Крым-Бірлігі, и русские, и греки, и армяне. Стратегия объединить все народы под мирным небом России и Крыма. И над этим мы работаем. Также основная работа наша была всем жителям Крыма и крымским татарам то, что сегодня говорят с Украины, и то, что делает сегодня на Украине, это против всех жителей Крыма, особенно против крымских татар и наших детей и внуков, которые сегодня живут, учатся и хотят жить в мире и согласии. Над этим мы работаем. Ту программу, какую начали вести, я имею в виду бандеровцы, националисты, это показали они в первую очередь, перекрыли воду, это даже враги не делают. Фашисты не делали население оставить без орошения, без воды. Второе, блокаду, которую сделали продовольственную. Кто пострадал больше всех? Больше всех пострадали жители Украины, крымские татары, которые в основном занимаются сельским хозяйством. А то, что сделали они 21 ноября энергетическую блокаду и взорвали опору, я их сравниваю с ИГИЛом, с террористами. И это однозначно. Оно нас очень сильно объединило. Мы утром в 8 часов уже собрали более 100-150 человек и выставили ультиматум, то, что они делают с той стороны. И мы сегодня, работая, видим, что жители Украины сегодня прозрели. Даже те, которые были за бандеровцев, сегодня видят, что сделали с Украиной. Это страшно. Так как я прожил практически с 15 лет, 67 года на Украине, и я вижу, что люди сегодня в страхе живут, потому что угроза и очень много оружия на Украине. Только благодаря миротворческой силе, и мы будем просить, войдут наши, я имею в виду россияне, и можно наладить там покой, и многие жизни человеческие сохранить, понимаете? А то, что сегодня президент делает, это же, посмотрите, он с головой не дружит, это об этом уже все говорят. Порошенко, да. И он сегодня себе развязывает руки, чтобы напасть на Донецк и на Донбасс. Вы сегодня слышали? Мы, жители Крыма, абсолютно все жители Крыма, никогда этого не допустим. Если надо, станем в один ряд с Донецком и с Луганском и будем защищать своих братьев. Другого не дано. Тогда будет мир и согласие. А Европа сегодня тоже прозревает. Они видят то баланс, который экономически у них был, они страдают больше. Но и Россия сегодня, сельское хозяйство за 2-3 года пошло очень сильно вперед. Я сам сельхозник, заслуженный работник сельского хозяйства. И будущее в России настолько велико, потому что земли, которые у нас в России, особенно вот это Кубань, Краснодарский край, Крым, мы должны обеспечивать себя 150-200%. И вот эти то, что за 100% больше, реализовывать и продавать нашим покупателям, жителям России, как раньше было, по самой такой доступной цене, понимаете? Ценовая политика тоже должна быть. Мы с первой минуты поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я вообще себя не представляю без него в России. И мы все будем делать для того, чтобы выборы были достойные, красивые, и он увидел, что жители Крыма поддержат его. Над этим работаем.